Добрый день, меня зовут Зверева Аня, я ученица 5 класса Якутской городской национальной гимназии. Моя тема Могол-Урагам, древнее летнее жилище народа Саха. Актуальность. Обращение к традиционным натуральным материалам, например, бересте, дает возможность прикосновения к живой природе и возвращает человека к его истокам, этническим и экологическим. Цель. Определить архитектурное и экологическое значение берестяной Могол-Урагы, исконно якутского летнего жилища. Задачи. Раскрыть значение Могол-Урага в системе социально-имущественных отношений богатых якутов. Определить обрядовое содержание образа традиционного якутского летнего жилища Могол-Урага. Проанализировать и определить перспективу развития экологических традиций в культуре якутов на современном этапе. Выяснить необходимость возрождения технологий по почти забытый ремесел для деятельности современных мастеров. Новизна. В культуре якутов нет фундаментальных больших сооружений, храмов, дворцов. Тем большее значение приобретает Могол-Урага в мировой культуре, как архитектурное сооружение, бытовавшее только у якутов, которое показывает единство и устойчивость традиционного художественного наследия. Урага бывают разные. Местность Үсхатын, как вы знаете, там урага из дерева. Могол-Урага в селе Намского улуса, Могол-Урага в селе Баяга Татарского улуса, они сделаны из березки, из бересты. Еще есть образы урасы в современных постройках. И заключение. Рассматривая жилище в исследовательском поле якутской традиции, можно утверждать, что дом в якутской культуре и сегодня остается символом не только материальных, но и духовных, нравственных ценностей. Экологичность и органичность летней берестяной росы видна абсолютно во всем, начиная с покрытия из натуральной бересты и кончая концентрическим внутренним пространством, сверху открытым бескрайнему космосу, который очищал воздух. На наш взгляд, внедрение в современную жизнь народных представлений, связанных с постройками, и их популяризация имеет большое значение как для сохранения этнической и культурной модели, что требует соблюдения выработанных веками канонов возведения традиционных архитектурных сооружений.